Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах этого часа. Ключевой институт гражданского общества для защиты интересов населения республики сформирован. Новый состав общественной палаты. Как изменится пенсия шахтеров в мае этого года и кому ждать повышения выплат? Тренировки финских лыжников ушли в народ и несут большую пользу для здоровья. Сегодня отмечают Всемирный день скандинавской ходьбы. Сформирован новый состав Общественной палаты Якутии. Это 66 человек, средний возраст которых 53 года. Представлены общественники различных групп районов. Глава Якутии провел встречу с членами Общественной палаты Республики 4-го состава в режиме видеоконференции. Во вступительном слове А.С. Николаев поздравил участников мероприятия с избранием в новый состав и Николая Бугаева с назначением на должность председателя. Глава региона отметил, что в 4-й созыв вошли представители культуры, науки, религии, здравоохранения, образования, промышленности, экологии и бизнеса. По словам Айсена Николаева, в лице Общественной палаты Республики создан ключевой институт гражданского общества, который обеспечивает защиту интересов населения республики, его прав и свобод при формировании и реализации государственной политики. Перспективы дальнейшей совместной работы правительства Якутии и инновационного фонда Сколково обсуждались накануне. А.С. Николаев встретился с вице-президентом по региональному и международному развитию фонда Юрием Сапрыкиным. На встрече говорили о привлечении региональных индустриальных партнеров, вовлечении крупного корпоративного сектора в реализацию инновационных проектов и инициатив Сколково. Отдельно затронуты перспективы биомедицинских разработок и локализации резидентов фонда на территории Якутии. Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2012 году. В настоящее время 14 якутских компаний являются резидентами Сколково. Вы знаете, мы с Александром Сергеевичем традиционно встречаемся. Якутия у нас на особом счету в фонде Сколково. Мы вот сегодня с коллегами вспоминали, оказывается, у нас почти 10 лет соглашения о нашем сотрудничестве, и мы к нему так очень ответственно и системно подходим. Поэтому с Александром Сергеевичем регулярно обсуждаем как итоги этого сотрудничества, так и перспективы. Мы как раз сегодня обсудили о том, что у нас республика стабильно входит в тройку лидеров по исполнению обязательств нашего соглашения, по приросту компаний, стартапов, их поддержке, динамике их роста, что нас, безусловно, радует и удовлетворяет. И я Александру Сергеевичу выразил большую благодарность, потому что я убежден, что во многом благодаря его личному вовлечению, если глава лично вовлекается в эти процессы, значит, там они идут значительно более интенсивно. И поговорили несколько инициатив на будущее по поддержке индустриальных партнеров. Нам сейчас важно, чтобы мы не останавливались и не замыкались только в стартапах, но и двигались дальше в вовлечению корпоративного сектора. Поговорили, как сегодня крупный бизнес Якутии будет участвовать в наших инициативах. Поговорили о перспективах биомедицинских разработок и вообще локализации резидентов Сколково на территории Якутии в части образования, здравоохранения, других отраслей каких-то. Здесь тоже хотелось бы динамики придать этой работе, чтобы больше и больше разработок с европейской части приходили и были востребованы в республике. На самом деле мы как раз сегодня отметили, что мы один из немногих субъектов, который системно из года в год имеет план работы ежегодный, и мы его исполняем. Сегодня Технопарк Якутия является региональным оператором фонда Сколково. Сегодня у нас 14 резидентов являются резидентами Сколково и находятся в Якутске, получают федеральные льготы. Мы ежегодно получаем финансирование, наши стартапы из фонда Сколково. Мы участвуем во всех мероприятиях фонда Сколково, это стартап-тур, стартап-виллидж. И, естественно, вот сейчас подняли вопрос о том, чтобы при создании биомедицинского кластера, который прописан в указе 149 главы республики и на фоне указа стратегического о здоровье, общественном здоровье, да, как раз притягивать проект Сколково, приземлять его для решения задач в Якутске. Вот я могу пример привести. У нас есть резидент Сколково, компания «Моторика», которая поставляет протезы. Да, и у нас уже более 20 протезов различных кистевых, разных установлено уже у жителей Якутии. И мы эту работу будем продолжать. Сейчас к эпидобстановке 108 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Якутии. Из них в Якутске 64. В Мегино-Кангаласском районе 18 случаев, в Усть-Алданском 6, в Кобяйском 5,
В Намском и Чурапчинском районах выявили по 3 случая. В Амгинском, Верхоянском и Горном по 2, в Вилюйском, Аймеконском и Хангаласском районах заболели по 1 человеку. За сутки лаборатории региона провели порядка 3000 исследований на COVID-19. За движением ледохода в Якутии можно наблюдать в режиме онлайн. Всего по региону организовано 11 точек для трансляции природного явления. По Якутску видеокамеры находятся в районе городского водозабора, а также на Кангаласском мысе, куда и отправилась наш корреспондент Ульяна Шагина. Место для наблюдения с высоты Кангаласского мыса выбрано не зря. Во-первых, это самая высокая точка на территории Якутска. Кроме того, участок является одним из самых затороопасных за счет сужения реки Лены. Эксклюзивная трансляция, потому что это требует силы и средства. Надо конкретно специалисты днем и ночью здесь сидят и смотрят вот как раз за эффективностью вот той полосы. Проведение онлайн-трансляции – процесс технически сложный, учитывая, что на мысе нет даже электричества. Специалистам учреждения приходится брать с собой не только автономные дизель-генераторы, но и переносную спутниковую тарелку, чтобы трансляция получалась без помех. Уже тарелки меньше размера и уже быстрее находятся. А в некоторых местах, там, где есть 4G+, тогда вообще и без тарелки можно обойтись. Сразу это подключаем и через сотовую связь передаем онлайн-трансляцию. Действительно, технологии не стоят на месте. И с каждым годом организовывать трансляции становится легче. Если раньше скорость передачи картинки была 500 килобит в секунду, то сегодня уже 5 мегабит. Этого вполне достаточно, чтобы смотреть его без помех по Ютубу и другим социальным сетям. Следить за ледоходом будут эти 2 камеры. Обзор будет с разных точек. 2 камеры там в основном работают. И еще плюс это по необходимости можем там 3-ю привлечь, чтобы в другой ракурс поймать. Пока на участке Кангаласского мыса сподвижек нет. Как мы знаем, нижняя кромка ледохода наблюдается в Ленском районе на участке Мурья-Батамай. Уровни там растут, но если сравнивать со средними многолетними, то они ниже нормы. В целом по реке Лена проходит, 2 волны. Основная, это я сказал, по реке Лена в Ленском районе. И вторая волна, которая вышла с Алекминска, нижняя кромка там наблюдается на участке Урицкая-Харинцы. Уровни воды там тоже растут, но вода еще не вышла на пойму, поэтому там никакой опасности нету. Подвижки льда у нас за последние сутки продвинулись до населенного пункта Исить. То есть это уже волна вскрытия зашла, можно сказать, на реке Лена в Хангаласском районе. Города Якутска у нас гидромедслужба прогнозирует вскрытие реки Лена в районе 18-20 мая. Понаблюдать за невероятно красивым и завораживающим зрелищем ледоходом на реке Лене можно будет не только в Ютубе, но и на сайте управления lbvu.ru, а также в социальных сетях. На Кангаласском мысе сейчас идет наладка всего оборудования. Онлайн-вещание начнется, когда сподвижки льда подойдут к центральным районам республики. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Крупнейший в истории российской огранки бриллиант продан на аукционе в Женеве. Аукционный дом Кристис реализовал 100-кратный камень за 12 миллионов 840 тысяч швейцарских франков. В переводе на рубли это более миллиарда. Напомним, бесцветному The Spectacle специалисты подразделения «Бриллианты Алроса» посвятили 1,5 года. Драгоценность создавали из редкого алмаза массой 207 каратов. Его в 2016 году добыли на трубке Зорница. Помимо этого бриллианта коллекция включает фантазийный ярко-желтый камень «Жар-птица» и пурпурно-розовый «Призрак розы», которые также нашли своих покупателей. Как изменится пенсия шахтеров в мае текущего года? Корректировка размера доплаты к пенсии работникам угольной промышленности происходит несколько раз в год, но распространяется далеко не на всех. Повышение ежемесячных выплат следует ждать лишь тем, у кого есть требуемый специальный стаж. Кроме стажа, при перерасчете берется во внимание среднемесячный заработок. Исходя из этих показателей, рассчитывается сумма доплаты, которая производится автоматически. Так, шахтеры на пенсии могут получать такую доплату в случае, если отработали в угольной промышленности на определенных должностях 20 или 25 лет. Выплачивается доплата только при условии оставления работы. В нашем Нерюнгринском районе таких угольщиков немного, всего 15 человек получают доплату, и размер такой доплаты составляет в среднем 5400 рублей. Ежеквартально эта доплата индексируется,
в зависимости от поступивших дополнительных страховых взносов от организации угольной промышленности. Выплачивается ежемесячно к страховой пенсии. В третью субботу мая отмечается Всемирный день скандинавской ходьбы. Как вид спортивной активности она появилась в 40-х годах прошлого столетия. Тогда финские лыжники придумали, как можно тренироваться вне лыжного сезона. Пользу таких занятий быстро заметили и технику стали использовать в лечебной физкультуре. Наши коллеги в Мирном встретились с опытными ходоками. Девочки, давно уже здесь сидите, да? Ой, какие-то пришла. Конечно, А мы разговариваем, мы тебя ждем. Ничего себе. Пойдемте походим, а Маленочка, давай. Пойдем, мы тебя ждем. Давай, пошли. Вместо тросточки-палки за спиной рюкзак. Мирнинские пенсионеры не первый год занимаются скандинавской ходьбой. Анна Дармидонтова – одна из первых, кто освоила технику оздоровительной прогулки. Специально училась у тренера, как правильно дышать и ходить. Сегодня в день она делает более 10 тысяч шагов. Привыкаешь, когда один день если пропускаешь, потом очень трудно станется. Особенно у меня колено болит, поэтому мне надо ходить обязательно. Городской парк – излюбленное место для скандинавских ходоков. Парковые дорожки позволяют пройти нужные километры. Здесь и воздух чище, говорят мирнинцы. Заодно можно покормить птиц и белочек. Прямо вот так вот насыпешь, и они выбегают, и прямо с рук это само брали. Я даже фотографировала их. Скандинавская ходьба с палками массово практикуется во всех странах. Научные исследования показали положительное воздействие упражнений на людей преклонного возраста. К примеру, в Германии такой вид физической активности обязателен при восстановлении после травм и операций. В период пандемии скандинавская ходьба стала чуть ли не единственным развлечением для мирнинских пенсионеров. Год назад ветераны могли посещать танцевальные мастер-классы, заниматься фитнесом и танцевать под гармонь. В Мирном действовал проект «Еще не вечер». Спортивные инструкторы и хореографы культурно-спортивного комплекса «Алроса» занимались с пенсионерами. Сегодня пожилые люди соблюдают меры предосторожности и избегают людных мест. Иногда встречаемся здесь, в парке, скандинавском ходим. Ну, не всегда там кто собирается, но, может, по одному, по две, но стараемся все равно ходить. Это очень... Даже, вы знаете, вот с палками намного легче ходить, чем вот так вот без палок. Движение – жизнь, говорят мирнинские пенсионеры. Занятия на свежем воздухе будут проходить круглый год. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.